А что у меня пошло это? Заново. Сейчас. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я вас хочу познакомить с правилами вступительного испытания по направлению информатика и инфокоммуникационные технологии. В этом испытании, которое будет длиться 60 минут, вам предстоит ответить на 25 вопросов. Вид экзамена или вопросы представлены в виде тестовых заданий, и форма сдачи дистанционная. Задания, которые представлены в тестах, разбиты на разделы. Это основы теории информации информационных процессов, основы математической логики, алгоритмизации и программирования, технические и программные средства персональных компьютеров и информационно-коммуникационные технологии. В этом испытании максимальное количество баллов 100, но проходным является 44 балла. Что означает дистанционная форма сдачи? Во-первых, когда вы получите на свою электронную почту логин и пароль, через который вы будете заходить на страничку сайта и под свою учетную запись. Если вдруг на электронной почте в папке входящей вы не обнаружите этого письма, то посмотрите, проверьте папочку «Спам». Перед каждым экзаменом вам нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. То есть, чтобы было ваше фото, страничка в паспорте, да, и ваша фамилия, имя, отчество. Каждое испытание имеет ограничение по времени, и для нашего экзамена это не исключение. И на прохождение теста дается всего одна попытка. Инструкцию для сдачи вступительных испытаний вы также можете найти в личном кабинете абитуриента в разделе «Нормативные документы». Вот слева вы видите выделены, да, нормативные документы. И внизу по центру инструкция по получению логина и пароля для прохождения вступительных испытаний, если у кого-то нет. Там также есть и инструкция, как проходить эти испытания. Расписание вступительных испытаний вы можете посмотреть на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат» abitur.bspu.ru. Вот как раз вы видите, выделено слева бакалавриат и специалитет, а справа выбираете расписание вступительных испытаний. Для того, чтобы вам было проще, здесь указывается, что информатика и КТ проходит у нас 22 июля на сайте exam.bspu.ru. Время прохождения, доступ открыт с 10 часов утра до 10 вечера, но на весь экзамен отводится времени только 1 час. Как только вы начнете проходить испытание, так сразу начинается отсчет времени. Здесь также указаны резервные дни. В резервные дни у нас могут сдавать только те, у кого есть уважительная причина не сдавать экзамен в основное время. Как подготовиться к сдаче вступительных экзаменов? На странице приемной кампании также есть, кроме расписания, еще программа вступительных испытаний. Там приведены основные разделы, которые есть, темы, которые рассматриваются, ну и примерные задания. Ну вот как раз еще раз указывается крупным, какие разделы есть в этом испытании вступительном.
и примерные задания, как их решать. Ну вот, допустим, работа с различными системами счисления. Дан пример. 3 числа представлены в разных системах счисления: 16-ричное, 8-ричное и 2-ричное. И вам нужно найти значение этого выражения и представить его, как вы видите, в 8-ричной системе счисления. Задание сводится к тому, что все числа переводятся в одну систему счисления. Для удобства можете использовать десятичную систему, можете и какую-либо другую, но это должно быть показано, какую систему вы используете. Находите сумму чисел в одной системе счисления и потом переводите это число в 8-ричную систему счисления. Ну вот пример. Как раз здесь переводилось в десятичную систему счисления. Правило перевода из разных систем счисления в десятичную сводится к тому, что каждая цифра умножается на основание системы счисления, возведенное в определенную степень. Ну вот на этом примере можете увидеть. И в конце перевели из десятичной системы счисления в 8-ричную. Второй пример тоже связан с системами счисления, но здесь, смотрите, представлено уравнение, в котором неизвестна система счисления первого числа, и вам нужно найти эту систему счисления. Но усложняется задание тем, что ответ нужно записать в троичной системе счисления. Составляя уравнение, в данном случае первое число и вот 121 система основания x мы переводим, записываем, как оно перевелось в десятичную систему счисления. И справа у вас число в 7-ричной системе счисления, вы его также переводите в десятичную систему счисления. Таким образом получается квадратное уравнение. Вот в нашем примере x квадрат плюс 2x минус 48 решается. Видим здесь два значения. X равняется минус 8. Отлетает это значение, так как система счисления у нас является положительным числом, натуральным положительным, поэтому мы это решение отбрасываем. Остается x равняется 6, но это решение в десятичной системе счисления, а по заданию надо было записать в троичной системе счисления. Таким образом, мы переводим в троичную систему счисления с десятичной и записываем ответ. Еще один пример. Это связано с неравномерным двоичным кодом. Когда дана последовательность, состоящая из букв К, Л, М, Н, неравномерный двоичный код удовлетворяет условию Фано, который говорит о том, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. И по условию уже задано, что буква N – это кодовое слово, имеет 0, а К – 10. Но здесь сразу идет подсказка, поскольку все должны быть разные начала, то в этом случае мы отбрасываем все интерпретации, которые начинаются с 0 или с 10. Тогда у нас остается комбинация как бы 11, но если мы сделаем букве L, допустим, кодовое слово 11, тогда буква M у нас на 0 не начинается, на 10 не начинается, на 11 не начинается. И таким образом у нас нету никакой комбинации для буквы М. Поэтому мы используем уже не 2 символа, а 3 символа для кодового слова. И тогда у нас 11 может являться началом как для буквы Л, так и для буквы М. Отличие будет в третьей цифре. 110 и 111. И мы получили, что длина, суммарная длина всех 4 кодовых слов будет, смотрите, 0 буква Н, К 10 это 2 цифры и 2 трехзначных кодовых слова. Итого сумма получается 9. Ответ 9.
Следующее примерное задание связано с работой в табличном процессоре. То есть это инфокоммуникационные технологии, да? Информационные технологии. И пример связан, если в ячейке А1 записана формула. Обратите внимание, первое слагаемое имеет относительную ссылку, а второе слагаемое имеет абсолютную, смешанную ссылку. То есть меняется обращение к столбцу D. Нужно узнать, какой вид приобретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку B1. Мы видим, что единица А1 и B1, значит, это номер строки у нас не меняется, поэтому мы можем сразу отбросить, скажем, те значения, где у нас меняется номер строки. Это третья строчка, да? Дальше у нас в D1, когда мы копируем в соседний столбец, вот из А в Б, то А, Б, С, Д, Е мы из D копируем в Е. И таким образом у нас 2 умноженное на Е1 будет. Это первое слагаемое. А знак доллара перед D говорит о том, что мы оставляем столбец D, то есть это абсолютная ссылка, и она не будет меняться. И таким образом остается формула 2 умноженное на Е1 плюс знак доллара D2. То есть эта ячейка не меняется. Таким образом у нас окончательный вид будет формулы. Это второй вариант. Следующий пример – это логические основы. Здесь имеется логическая функция f, которая задается выражением, и нужно, вернее, и представлен фрагмент, который содержит неповторяющиеся строки таблицы истинности для функции f. Нужно определить, где будет размещаться, в каких столбцах переменные x, y и z. Каким образом решаем? Конечно, самое такое простое, это мы составляем таблицу истинности данного выражения для любых значений x, y, z. После того, как мы эту таблицу составим, у нас будет 8 строчек, мы видим, что у нас переменная 2, выбираем те наборы переменных, где значение функции f у нас будет иметь ложное значение 0 и 0. Таких наборов оказалось 3. Это 0, 1, 1. Это имеется в виду первый столбец x, второй y и третий z. Потом 1, 0, 0, 1, 1, 0. Вот эти три набора. Мы сопоставляем эти наборы с фрагментом, представленным фрагментом таблицы истинности, и видим, что у нас есть одна переменная, которая принимает 2 раза значение ложь. Это вторая переменная. В данном случае у нас такой переменной является z. Поэтому во втором столбце переменная 2 будет принимать, вернее, это значение переменной z, второй столбец. Если посмотрим, что у нас есть набор, когда две переменные принимают значение ложь, а одно неизвестно, да? Если мы посмотрим на эти три значения, то мы увидим, что стоит вторая строчка 1, 0, 0. Только в этой строке у нас две переменные имеют ложь. Поэтому первый столбец x, он как раз будет соответствовать нашему фрагменту. Таким образом, у нас будет записано переменная 1 это x, переменная 2 z, и остается переменная 3 это значение y. Ну и завершающее значение, это касается раздела алгоритмизации программирования. Задан фрагмент алгоритма. Посмотрите, первое у нас идет оператор условия, и второе оператор присваивания, и третий оператор цикла с условием. В результате выполнения данного алгоритма
нужно найти, знать, какие значения будут у переменных c и d при начальных значениях m равно 2 и n равно 7. Если мы подставим эти значения в первый оператор условия, то мы видим, что выражение истинно, поэтому значение c будет принимать значение равное разнице n и m. Это значение равно 5. Следующее d у нас будет принимать значение 0. И мы сравниваем. C у нас больше 5, m, да? То есть, таким образом, m больше 2. Ой, прошу прощения. 5. Да, c равно 5. 5 больше 2, да. Тогда мы выполняем операцию присваивания. D равняется d плюс 2. Если у нас d было равно 0, теперь d становится равным 2, а c было 5, становится равным 4. И опять возвращаемся к началу, проверка условия. C, вот к пока. C больше m, 4 больше 2. Да, больше. Поэтому мы выполняем операцию. Повторяем, d у нас было 2, становится равным 4, c было 4, становится равным 3. 3 у нас больше 2. Проверяем, да. Поэтому мы еще раз выполняем действие. D у нас было 4, становится равным 6, а c было 3, становится равным 2. 2 больше 2? Мы отвечаем нет, поэтому ответ у нас остается c равное 2, поскольку мы здесь его получили, а d равняется 6. Таким образом, в этом задании правильный ответ будет являться четвертым вариантом. Вот такие задания вас ждут примерные в испытании по информатике и инфокоммуникационным технологиям.